О самых заметных событиях понедельника вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте, вот основные темы дня. В межсезонье к перевозкам приступили суда на воздушных подушках. Какие направления самые востребованные и сколько подушек выходят на линию? Продукты для Севера и Арктики. Торгово-логистические центры наращивают обороты. Сколько таких центров откроют в Якутии в ближайшие годы? Оценить высокое мастерство и самобытный талант якутских мастеров смогут жители и гости республики. В сокровищнице Якутии открылась выставка лучших ювелирных изделий. В Эрмитаж прямиком из Национального художественного музея Якутии. Гостей ждет уникальное путешествие. В центре внимания солнечные часы. Самый классный. Конкурс на лучшего классного руководителя стартовал в Нерюнгринском районе. Какие цели у мероприятия? «Газпром» начнет поставки газа в Китай по дальневосточному маршруту не позднее 2027 года. Об этом сообщил председатель правления компании Алексей Миллер. Как сообщалось, подписанный в феврале прошлого года «Газпромом» контракт по дальневосточному маршруту предусматривает поставку в Китай до 10 миллиардов кубометров в год в течение как минимум 25 лет. Правительства двух стран также подписали соглашение, которое регулирует главным образом строительство трансграничного газопровода через реку Уссури. Тем временем объемы торговли между Россией и Индией достигли рекордных показателей – почти 44 миллиардов долларов. Это больше, чем за весь прошлый год, следует из данных Индийского министерства торговли и промышленности. Так, Индия за 8 месяцев текущего года приобрела российских товаров на 41 миллиард долларов против 17 миллиардов годом ранее. Одновременно страна нарастила поставки собственной продукции северному партнеру в 1,5 раза до 2,5 миллиардов долларов. В результате товарооборот двух государств достиг максимальных за все время 43 миллиардов 800 миллионов долларов. А внедрение контроля транспортировки древесины с помощью искусственного интеллекта по всей России может начаться в следующем году. Об этом сообщил замруководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков. По его словам, соответствующие поправки в законы уже готовятся. Группа депутатов вносит на рассмотрение законопроект, освобождающий от уплаты транспортного налога владельцев авто с 3 и более несовершеннолетними детьми. Согласно тексту документа, от уплаты транспортного налога освобождаются владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, воспитывающие 3 и более несовершеннолетних детей. Также предлагается освободить от такого налога единственного родителя. Отмечается, что на сегодняшний день в каждом субъекте России установлены свои нормы, касающиеся освобождения от транспортного налога. Например, в некоторых регионах такая льгота распространяется на пенсионеров, инвалидов и родителей детей с инвалидностью. В межсезонье к перевозкам приступили суда на воздушных подушках. Самые востребованные переправы на реке Лени в районе столицы. Это Якутск, Нижний Бестях, Кангалас и Сотинцы, а на реке Алдан, Мегина-Алдан, Кыскел. В сезон работает порядка 50 воздушных подушек и 10 аэроботов. Особенности этого сезона в материале Марины Захаровой. Судна на воздушных подушках начали свою работу 22 октября. Всего в столице задействовано 20 суден, работающих по установленному графику. Желающие отправиться в Нижний Бестях смогут сделать это с 2 мест – городского пляжа и 203-го микрорайона. В следующем году планируется введение еще одной станции. На 203-м километре у нас сегодня разработана проектно-сметная документация, и мы совместно с городским округом города Якутск должны в следующем году станцию НАМЫ полностью завершить. У нас на сегодня уже проектно-сметная документация вышла в госэкспертизы, и в следующем году этот объект должны мы сдать. На данный момент стоимость билета составляет 2000, но с дальнейшим похолоданием тариф повысится, поскольку изменится и способ перевозок. Они будут осуществляться с привлечением аэроботов. Уже когда будем работать пересадкой, это уже как бы 2 бригады задействованы будут. Оттуда увозим по островам, а там уже пересаживаем на аэроботы, тайфуны. Там, понимаете, каша такая идет. В это время у нас тариф повышается до 4000.
По словам заместителя директора Лена Водсервис, данный транспорт способен выдержать температуру до минус 35, а срок эксплуатации можно продлить при должном содержании. Однако в нынешней ситуации достать необходимые материалы сложно, а стоимость содержания одной подушки существенно повысилась. На нем можно ходить, менять, постоянно заказывать эти баллоны. На нем можно менять ходовую часть, менять двигатель, менять все баллоны, скеги, парашюты, юбки. Можно ходить, доходить, конечно. Надо за ней смотреть, влаживаться надо. Тогда техника будет работать. А мы то и делаем, только влаживаемся, чтобы отработать месяц осенью, месяц весной. Среди пассажиров был московский хореограф Марио Диас-Бетанкурт, посетивший столицу для участия в фестивале «Бриллиантовые нотки». Запомнится это мероприятие еще и опытом передвижения на воздушной подушке. Я вижу, удивлен, но это мне нравится, потому как я вижу, как они приезжают, все должно быть нормально. Ну и хорошо, что вот они есть. Это очень для всех. Нам как раз по-быстрому ехать, чтобы добраться до конкурса, вот это хорошо. Пока что пассажиров не так много, но с полным закрытием движения паромов их количество увеличится. Всего за день одна воздушная подушка осуществляет 2-3 рейса. Завершение работы суден полностью зависит от погодных условий. Марина Захарова, Григорий Охлопков, Якутск. Идем далее. Более 50 семей военнослужащих подключили к газу в Якутии. В настоящее время 52 семьи получили материальную помощь для газификации своего дома. Как сообщил вице-премьер Георгий Степанов, 181 человек получил финансовую поддержку для выезда к месту лечения бойцов. Кроме того, 340 участников спецоперации и 610 членов их семей прошли реабилитацию. 138 родителей направили на санаторно-курортное лечение. Более половины родителей военнослужащих прошли лечение в санаториях Чебдик и Абырал на территории республики. Также 850 арендных квартир для молодых специалистов построят в регионе. Жилье предоставят студентам, педагогическим и медицинским работникам, а также молодым специалистам до 35 лет в Якутске, Нерюнгри, Мирном, Алдане и Тамоте. Отмечается, что в указанных городах реализуются крупные экономические проекты. Так, по словам главы региона Айсена Николаева, наибольшее число молодых специалистов и студентов живут в Якутске. В Мирном, Нерюнгри, Алдане и Тамоте развита промышленность, которая также требует привлечения квалифицированных специалистов и их закрепления на местах. К концу октября завершится арктическая навигация для сухогрузов северных районов. Сезон проходит с соблюдением всех норм и правил. Продукция в рамках программы завоза поступает в сеть Якутоптторга, включая построенные торгово-логистические центры. Тему продолжит моя коллега Надежда Саханская. В рамках доставки продовольственных товаров в Арктику и труднодоступные поселения Якутии авиаторы уже выполнили 58 авиарейсов и перевезли более 160 тонн товаров. Общий объем завоза продукции всеми видами транспорта до конца года составит свыше 10,5 тысяч тонн. Также и перечень социально значимых товаров для арктических районов республики был увеличен. Мы расширяем ассортимент завозимых продовольственных товаров. Например, в этом году мы открыли новую логистическую схему для обеспечения продовольственными товарами Калымской группы районов. То есть маломерным судном из Магадана мы завозим расширенный ассортимент продовольственных товаров до Верхнеколымского и Среднеколымского районов. Данные товары мы закупаем в Владивостоке. По поручению Айсена Николаева к концу 2025 года планируется открытие торгово-логистических центров во всех 13 арктических районах республики. На данный момент уже функционируют 6 логистических центров. До конца текущего года планируется открытие еще 2 в Жиганске и Тикси. Следует отметить, что Якутоптторг занимается не только доставкой продуктов по торгово-логистическим центрам республики. Здесь продукты, в частности овощи, проходят строжайший контроль. Вот, например, картофель, который отбирают на крупные и мелкие, а также очищают от земли. После чего его отправляют на вот эту ленту, где картофель продолжает далее свое движение, после чего он сушится и фасуется по мешкам. И уже эти мешки распределяют в различные населенные пункты нашей республики. Каждый год у местных сельхозпроизводителей закупаем овощи, картофель, капусту, морковь, свеклу. И вот это вот осень, с 20 августа принимаем. И на первый завоз у нас корабли
сразу отправляем кораблями Северные Улусы, а потом второй завод, сейчас уже самолеты начались. Вот самолетами мы отправляем тоже Северные Улусы. Сейчас сегодня грузится Верхняя Колыма. К слову, в ближайшем будущем доставка товаров первой необходимости в Арктику Республики в рамках северного завоза станет более эффективной. В правительстве разрабатывают новый законопроект, который распределит полномочия между разными уровнями власти и установит новую систему управления завозом. Как отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, система будет анализировать всю информацию о северном завозе, будет следить за движением грузов и заранее предупреждать о возможных сбоях в поставках, чтобы все товары были доставлены в срок. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутии за последние годы проделана масштабная работа по расширению доступности медпомощи. Ввод новых объектов позволил в разы улучшить доступность высококвалифицированной и специализированной помощи, что привело к повышению продолжительности жизни в регионе. Об этом в сюжете Марии Кардашевской. Мы проходили всем с классом 100% флюорографию, и это было очень удобно, так как если раньше мы все ходили порознь, да, то сейчас мы все вместе собрались и все дружно прошли флюорографию. По моему мнению, это хорошо, что появился флюмам, так как медицина не должна стоять на одном месте, а должна развиваться, делать ее общедоступной и быстрой. Медицина должна быть ближе к людям. Именно таким был главный посыл, который несколько лет назад при обсуждении национального проекта здравоохранения озвучил президент России. Подчеркивал, насколько чувствительна эта тема для наших граждан. Ведь речь идет о чем? Речь идет о ФАПах, о поликлиниках районных, районных и межрайонных больницах и подобного рода учреждениях. То есть о таких учреждениях, куда люди приходят чаще всего, больше всего, с чем сталкиваются практически чуть ли не каждый день. Но еще важнее то, что от эффективности, качества этой работы зависят очень многие важные параметры. Это продолжительность жизни людей, это демография, это вообще в широком смысле этого слова здоровье нации. По поручению президента с 2020 года в Якутии реализуется большая программа модернизации первичного звена здравоохранения. Поликлиники, фельдшерские пункты, машины скорой помощи – им уделяется приоритетное внимание. В рамках модернизации в прошлом году введен в эксплуатацию больничный комплекс в Вилюйске. Достраиваются центральные больницы в Татинском, Чурапчинском, Усть-Майском и Момском районах. Построены и сданы 24 фельдшерско-акушерских пункта и врачебных амбулаторий. Проведен капитальный ремонт 18 медицинских учреждений. Приобретается и автотранспорт. Благодаря нашему президенту уже 4-й год у нас в Якутии идет активное обновление автотранспорта медицинского. Вот летом, я помню, на площадке кардиологического нашего диспансера мы вручали ключи от 9 машин, сейчас поступило новые 10 машин. Отрадно, что они будут направлены не только в наши крупные центры, такие как Якутск, Ненегри, но и поедут на самые дальние наши районы. 14 октября по национальному проекту здравоохранения Нюрнбергская центральная районная больница получила автомобиль скорой медицинской помощи класса «Б», который укомплектован всем необходимым медицинским оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи, в том числе и реанимационной. Медицинский комплекс, оснащенный флюорографической и маммографической установками для проведения скрининговых исследований, также поступил на вооружение республики. Данная техника нам очень нужна тем людям, которые не могут выехать в центр для ФЛГ. Они на месте же проходят и ФЛГ, и маммографию здесь же. Особенный акцент делается на развитии медицины в удаленных районах, которые требуют нестандартного подхода к решению задачи. Так началась практическая реализация новой модели арктической медицины – мобильные доктора. Все необходимое оборудование доктора берут с собой. И как итог, более 25,5 тысяч благодарных пациентов. Благодаря строительству новых объектов постепенно решается и кадровый вопрос. Открываются новые вакансии, привлекаются высококлассные специалисты. И как итог, средняя продолжительность жизни в Якутии повысилась почти до 72,7 лет, что выше, чем в среднем по Дальнему Востоку. На этом работа не прекращается. Мария Кардашевская, Якутск.
Также в Якутске началась неделя борьбы с инсультом. В целях профилактики в школе третьего возраста прошла акция «Стоп инсульт». Приглашенный невролог рассказала о факторах риска, видах инсульта, основных симптомах, правилах оказания первой помощи и как избежать заболевания. Врач отметила, что одними из основных факторов риска, приводящими к развитию инсульта, являются вредные привычки и неправильное питание. По словам невролога, в республике заболевание характерно для лиц пожилого возраста, но в последнее время участились случаи среди молодых людей. И как раз во время недели борьбы с инсультом в учреждениях здравоохранения пройдут различные акции, лекции, встречи и тренинги. Инсульт – это очень тяжелое заболевание, часто приводит к инвалидизации и к смерти пациента, поэтому его лучше профилактировать. Целью этих мероприятий является информирование населения о симптомах инсульта, о ранней диагностике и, конечно же, о профилактике инсульта. И сегодняшнее мероприятие проводится в стенах школы третьего возраста, и основной акцент мы сделали на профилактике инсульта. Но замначальника администрации Мирнинского района Сергей Андреевский победил в финале дальневосточного этапа 5-го конкурса «Лидеры России». Он и еще 10 управленцев получили образовательные гранты на 1 000 000 рублей. Глава региона Айсан Николаев поздравил Андреевского с победой на своей странице ВКонтакте. По словам главы, якутянин выступил на конкурсе уже не в первый раз. Он пробовал себя во всех 5 сезонах мероприятия, трижды был в финале. Всего на Дальнем Востоке заявились на участие в конкурсе более 5500 управленцев. К очным испытаниям допустили 127. В финал прошли 11, в том числе и Сергей Андреевский. Первый арктический конгресс «Арктика. Территория стратегических научных исследований» стартовал в Якутске. Участвуют 120 ученых, специалистов научно-исследовательских институтов, университетов, органов власти, профессиональных и общественных ассоциаций, деятельность которых связана с Арктикой. Обсуждают проекты, направленные на развитие регионов арктической зоны. Участники с исследовательскими программами выступят в области научной и инновационной деятельности. Конгресс продлится 2 дня и завершится завтра. Мне выпала честь участвовать и даже как-то анализировать одно из самых важных направлений. Это исследование материалов, технологий, химии, физики, прогнозирования, долговечности, то есть всего того, что определяет работоспособность техники в наших сложных арктических условиях. И здесь на Конгрессе разработана программа, подано много проектов, которые в том числе направлены на выполнение этого важного участка работы. Но с 25 по 28 октября все желающие смогут посетить один из крупнейших музеев России прямиком из Национального художественного музея Якутии. Посетителей ждут эрмитажные лектории, мастер-классы по живописи и культурно-просветительские мероприятия, включающие в себя выставку «Часы и эпоха». Через привезенные экспонаты покажут важнейшие периоды истории России и события при правлении Петра I. В центре внимания солнечные часы, выполненные в форме глобуса и показывающие природное время, которое не соответствует тому, по которому мы живем. Кроме экспонатов, о которых расскажут, конечно, лучшие искусствоведы, мы привезли еще так называемый VR, виртуальную реальность. Это возможность для жителей походить по Эрмитажу. Мы привезли такой специальный шлем. Мы всего 2 зала сделали в такой технологии, фотограмметрия называется, которая позволяет полную такую реальность. Оценить высокое мастерство и самобытный талант якутских мастеров смогут жители и гости республики. В сокровищнице Якутии открылась выставка лучших ювелирных изделий. Экспозиция состоит из работ не только именитых мастеров ювелирного дела, но и эксклюзивных украшений новых авторов. Уникальная экспозиция собрала более 100 авторских эксклюзивных работ, более 30 мастеров. Выставка будет работать до 10 ноября. Из Арктического института очень тоже современные работы и взгляд очень свежий у ребят. У Татьяны Григорьевой, например, она создала свою коллекцию на основе наскальных рисунков.
Неделя ювелирная у нас открылась. Завтра мастер-классы будут по архаичным украшениям. И послезавтра у нас еще будет семинар-практикум для ювелиров. Также в последнее время особой популярностью пользуются вопросы эстетической интерпретации. Не секрет, что национальные украшения несут особое значение, и молодое поколение ювелиров все больше обращается к истокам своего народа, которые в дальнейшем обретают новое дыхание. Так, сегодня в рамках выставки желающие посетили лекцию об истории ювелирных украшений Якутии. И, как оказалось, в древние времена ювелирные украшения изготавливались из золота. Традиционные же серебряные стали популярнее уже в период конца 19-го, начала 20 веков. По комплекту украшений, по их качеству, по их составу можно было определить, из какого социального слоя происходит человек, об экономическом достатке семьи. И это, конечно, и о возрасте, например, обладателя украшений. И так, например, самое большое количество украшений на женщине было в период ее статуса невесты или молодой жены. Итоги онлайн-викторины подвели в литературном музее имени Платона Аюнского. Конкурс посвящен 75-летию народного писателя Николая Лугинова. Интерес к конкурсу более 100 студентов среднего профобразования. Самыми активными стали студенты технологического техникума сервиса, Якутского колледжа культуры и колледжа креативных индустрий Аяр Устар. А сама викторина состояла из 15 вопросов о творчестве и жизни писателя. Членов жюри самыми сложными оказались вопросы о прототипе героя романа «Тусульге». По результатам викторины победителем стала студентка сельхозтехникума Виктория Данилова. Вторым стал Уран Копырин, студент колледжа креативных индустрий. Призовое 3-е место занял Иван Новгородов. Он учится в технологическом техникуме сервиса. Конкурс на лучшего классного руководителя «Самый классный» стартовал в Нерюнгринском районе. Цель конкурса – развитие творческого и профессионального потенциала педагогических работников, выявление, поддержка и поощрение творческих классных руководителей. Подробности у Ивана Лазаренко. В конкурсе «Самый классный» принимают участие классные руководители школ города Нерюнгри. Самые профессиональные, самые творческие и самые смелые участники, которых ждут различные конкурсные испытания, среди которых самопрезентация, фрагмент внеклассного мероприятия, открытое мероприятие для родителей и открытая дискуссия. Ежегодно у нас традиционно в нашем районе проводится конкурс классных руководителей, инициированный главой района. А в этом году наиболее значимый, потому что он посвящен году наставника и педагога. Поэтому, конечно же, роль классного руководителя в школе одна из наиважнейших. И мы прекрасно знаем, работая в школе, не быть классным руководителем – это абсолютно неинтересная работа. И поэтому, конечно, хотелось бы сегодня в очередной раз увидеть новые таланты, новые вдохновения, творчество со стороны наших педагогов, классных руководителей. Каждое выступление конкурсантов тщательно продумано и концептуально выстроено, что говорит о большой работе на подготовительном этапе. Среди участников конкурса традиционно как и опытные классные руководители, так и начинающие. Моя команда меня сподвигла, сказала, что Оля, давай пробуй, нужно пробовать, ты молодой специалист, тебе все дороги открыты, потому что я в педагогике уже 7 лет, но непосредственно классным руководителем я стала в этом году. Прошу прощения, в том году. В этом году у меня 2-й класс уже. Очень волнительно всегда, очень серьезно подхожу к своей работе. Очень люблю детей, и мне главное их наставить. Поэтому решилась и на классное руководство, и на конкурс, потому что думаю, что я чему-то могу научить детей как наставник. Конкурс в очередной раз призван показать, как важна роль классного руководителя в решении актуальных задач образования, воспитании подрастающего поколения и развитии детей. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. 3 якутские картины отмечены наградами на международном кинофестивале в Торонто. Мультфильм «Бык холода» и короткометражки «Кукушка» и «Айкуо» удостоились наград в разных номинациях. Так, мультфильм якутской анимационной студии «Тундра» «Бык холода» завоевал приз в номинации за сохранение языка коренных народов. Картина Евгения Николаева «Кукушка» отмечена призом жюри «Луна» за выдающуюся работу, независимо от ее продолжительности и жанра.
Фильм «Айкуо» Аяла Адамова победил в номинации за инновационное повествование. Эта премия присуждается экспериментальным короткометражным фильмам с творческим и нестандартным подходом. Кроме того, сразу 3 театра Якутии вошли в лонг-лист «Золотой маски». Об этом сообщает пресс-центр Минкультуры Республики. В числе самых заметных спектаклей сезона, по мнению экспертного совета, названы «В чаще» театра коренных малочисленных народов Севера, постановка «Аюр» Саха-театра и спектакль «Хардачи Берген» театра Олунхо. «Золотая маска» — это российский театральный фестиваль весной каждого года, представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России. 30-летию Высшей школы музыки посвятили фестиваль классики «Махтал». Молодые музыканты проведут гастроли в Якутске, Улан-Удэ, Иркутске и завершат фестиваль в Монголии, в Улан-Баторе. В программе концерты детского духового оркестра, симфонической музыки и государственного ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии». Кроме этого, пройдут мастер-классы от ведущих профессоров Высшей школы музыки. А открытие концерта провел юношеский симфонический оркестр, исполнив произведение якутского композитора Николая Берестова «Танец с чоронами». Всего в концерте приняли участие 105 музыкантов, большинство из которых выпускники учебного заведения. Якутская музыка, конечно, будет покорять необычным, я бы сказала, самобытным музыкальным языком, весьма отличным от академической музыки. И, конечно, она будет восхищать мастерством наших композиторов, которые научились сочетать европейские жанровые, структурные, технические нормы с неповторимыми чертами глубинного национального отношения к окружающему миру. И о спорте. Якутские стрелки снова на пьедестале Кубка России по спортингу. В стрелковом комплексе Дубрава Республики Адыгея завершился 12-й этап Кубка страны. В категории А среди сильнейших стрелков бронзовым призером стал якутянин Артур Николаев. С результатом 180 мишеней из 200 он занял 3-е место. В командном первенстве сборной Якутии в составе Артура Николаева, Ивана Лифусая и Андрея Кузьмина стали обладателями серебряных наград. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.